Без масок в Абхазский государственный университет не пускают. С тех пор, как учеба возобновилась, у входа в здание постоянный контроль. Проверяют соблюдение санитарных норм и во время занятий. Вы не заходили с маской? Где ваша маска? На занятие заглянула и наша съемочная группа. Сейчас в этой аудитории идет лекция по теории обучения младших школьников. Второй курс педагогического факультета только что возобновил учебу. Двухнедельный карантин здесь объявили после того, как на курсе студентка заболела коронавирусом. Даже несмотря на то, что девушка заболела, не будучи в университете. Я не ходила на учебу, я была у своей тети в Гудауте. И когда у меня поднялась температура, но я вообще не думала, что это коронавирус, я подумала просто обычный грипп, все болеют гриппом. А тогда мы решили всей семьей сдать тест, у меня пришел положительный. Я сообщила в университет, что больше не буду ходить, 2 недели на карантине буду сидеть, я просидела как нужно, даже больше 2 недель. Вот первый день их учебы, вот как видите, все в масках, мы, естественно, тоже все в масках. Помещение у нас большое, мы постоянно его проветриваем. Система обучения в АГУ организована так, чтобы не создавать массового скопления. Студенты с разных курсов и групп приходят в разное время и разные дни. Именно благодаря этому на курсе больше никто не заболел. В случае, если учащийся обнаружил у себя симптомы COVID-19, он заранее сообщает об этом в деканат. Студенты стараются соблюдать меры предосторожности, хотя, по их словам, иногда бывает сложно. Если честно, чуть-чуть сложно, да, сидеть в масках, но раз надо, то надо, сидим. На лекциях мы сидим, соответственно, в масках, а когда появляется возможность выходить на улицу, соответственно, мы снимаем, чтобы могли хоть чуть-чуть как-то подышать воздухом. А это второй курс экономического факультета. Здесь COVID-19 переболели 5 человек, уходили на карантин. Но сейчас занятия проходят в обычном режиме. У нас постоянно проветривается помещение, ребята сидят в масках и сидят, посмотрите, с установленными, расстоянием между ними, каждый сидит отдельно. В принципе, мы периодически проветриваем, каждый час у нас идет полная вентиляция помещения, и все время идет вентиляция. Отсутствующих вообще много? Нет, у нас полноценная, 100% посещаемость, у нас ребята еще переболели все в декабре, как-то вот так поэтапно, а сейчас, вот как вы видите, аудитория вся полная, в полном режиме мы проводим лекции. По данным Сухумской СЭС, сейчас в университете болеет 3 студента, 1 преподаватель и 1 лаборант. Что касается школ, то по городу болеет 6 школьников, 4 в первой школе и 2 в частных. В образовательных учреждениях по городу 3 человека. Суммарно в городе и в районе всего 18 заболевших COVID-19. По словам главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, статистика такова. Первое место по заболеваемости в столице занимают пенсионеры. На данный момент болеет 28 человек. На втором месте домохозяйки – 20 человек. На третьем – школьники. Но, как подчеркнула Алла Беляева, санитарные нормы не соблюдает ни одна категория граждан. Особенно беспокоит ситуация в общественном транспорте. 9 апреля в целях защиты здоровья граждан и недопущения распространения COVID-19 руководство страны продлило ограничительные меры. Врачи не устают обращаться к жителям республики, соблюдать меры предосторожности. Кугуца Варданья, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.